Следующая тема у нас закон сохранения энергии. Мы с вами уже вспомнили, что такое энергия, теперь переходим к закону сохранения энергии. Закон сохранения энергии гласит, если не действует никакая внешняя сила, то есть нету никакого трения, никакого сопротивления, то система сохраняет свою полную механическую энергию. Мы с вами можем рассматривать разные системы. Допустим, система может состоять из одного тела или из нескольких. Для облегчения примера скажем так. У нас есть некое тело, которое имеет высоту над поверхностью Земли и скорость. Допустим, через какое-то время без воздействия каких-либо внешних факторов тело немножечко опускается. Первая высота пусть будет h1, первая скорость будет v1. Скорость во второй точке v2, а высота над поверхностью Земли будет h2. Соответственно, у этого тела есть и потенциальная, и кинетическая энергия в первом случае, и есть то же самое во втором случае. Если не влияет никакая внешняя сила, то энергия в первом положении и энергия во втором положении должны быть равны. Если присмотреться, то в данном случае, так как тело двигается в пространстве, именно над поверхностью Земли, получается, на него все равно будет влиять сила тяжести, то есть ускорение свободы падения G будет воздействовать на тело. Теперь нужно понимать, какие силы являются внешними и какие силы могут являться внутренними. Для механических движений мы с вами в школьной физике учитываем только две силы как внутренние. И первая из них, мы уже об этом говорили, это сила тяжести. Сила тяжести равна mg. Сила тяжести является внутренней силой. Наряду с силой тяжести мы и силу упругости тоже учитываем как внутреннюю силу. А теперь давайте с вами попробуем написать для данного случая закон сохранения энергии. Для этого нам с вами сначала нужно пронумеровать положение тела. Пусть будет в первом положении номер 1 положение и, соответственно, во втором номер 2. Для первого положения закон полной механической энергии, точнее тела, E полная равна E потенциальная в первом положении плюс E кинетическая в первом положении. E потенциальная в первом положении мы имеем высоту над Землей h1, поэтому будет равно mgh1. А E кинетическая в первом положении будет равно mv1 в квадрате на 2. А теперь давайте для второго положения мы с вами напишем полную механическую энергию. Полная механическая энергия для второго положения будет равно E потенциальная 2 плюс E кинетическая 2 равно mgh2 плюс mv2 в квадрате деленное на 2. А теперь давайте с вами составим уравнение закона сохранения энергии. То есть из самого названия следует, что энергия сохраняется. В данном случае действует только сила тяжести, то есть E полная в первом случае должно быть равно E полной во втором случае. Напишем E потенциальная 1 плюс E кинетическая 1 должно быть равно E потенциальная 2 плюс E кинетическая 2. Из этого следует mgh1 плюс mv1 в квадрате деленное на 2 должно быть равно mgh2 плюс mv2 в квадрате деленное на 2. В большинстве случаев мы с вами используем вот это уравнение как закон сохранения энергии, то есть уравнение закона сохранения энергии.